Почти 11 миллионов человек в изоляции. Обезумевшие от страха жители пытаются прорвать кольцо. Их сдерживают военные в форме и масках. Ухань, крупнейший город, в котором распространяется коронавирус, полностью оцеплен и закрыт. Отсюда не выбраться ни самолетом, ни поездом, ни машиной. Хаос и паника. В магазинах огромные очереди. Вот люди без разбора скупают все продукты, чтобы закрыться в квартире и больше не выходить на улицы. Вслед за Уханью экстренно изолируют еще один мегаполис – Хуанган. Все машины разворачивают обратно. В аптеках пустые прилавки, раскуплены маски. В больницах за право быстрее попасть на прием к врачу – драки. Все увиденное напоминает скорее кадры из фильмов про апокалипсис о последних днях человечества. Врачи будто бы в космических скафандрах перевозят инфицированных в наглухо закрытых барокамерах. От пациентов уже заразились более десятка медиков, а так обрабатывают дезинфицирующими средствами опустевшие улицы Китая. Чувствуется, что люди волнуются. Обязательно марлевая повязка – это меры предосторожности на максимальном уровне. Антисептик, которым нужно обрабатывать руки каждые 15 минут. Число заразившихся достигло 600 человек, смертельных случаев 17. География вируса растет каждый день. Южная Корея, Япония, Таиланд, Сингапур. На этих выходных в Азии отмечают лунный Новый год. К родственникам обычно едут сотни миллионов человек, а ведь это потенциальные разносчики инфекции. Поэтому сегодня в Китае решением правительства отменены все масштабные новогодние гуляния. Закрыты ярмарки, достопримечательности и музеи. По всему миру усиливают санитарный контроль на границе. В России принимают все меры, чтобы не впустить вирус в страну. От Владивостока до Москвы. На борту тщательный осмотр. Не привез ли кто-нибудь из пассажиров, кроме сувениров, еще и заразу в виде повышенной температуры? Первые признаки вируса – высокая температура, кашель, недомогание. В Хабаровске сняли пассажира с рейса из-за подозрения на коронавирус. В Петербурге с похожими симптомами госпитализированы 3 пациента. Но ни один случай заражения в нашей стране не подтвердился. Тем временем россияне массово отказываются от путевок в Поднебесную. Паниковать я бы вас не призывал. Сделать эту вакцину нетрудно. Но ее вот сиюминутно не изготовишь. Ее надо сделать, зарегистрировать. Это долгий процесс. Но сегодня трудно понять, а кого прививать. Место, где вспыхнул вирус – рынок морепродуктов. Но кроме этого там продавали мясо, а среди коробок со свининой водились змеи. Китайские ученые считают, что именно змеи – наиболее вероятный носитель вируса. Источник нужно выявить как можно быстрее. Только так можно разработать противовирусную вакцину, которой сейчас нет. Диана Сирази, Марьям Башкирова, телеканал «Звезда».